Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Почти во всех людных местах в городах страны установлены дорожные знаки, которые запрещают остановку и парковку. Наблюдатели уверены, что сотрудники ГАИ делают это специально для сбора штрафов. В Туркменистане трудно найти базар или магазин, вокзал или аэропорт, аптеку или школу или больницу, возле которых не было бы запрещено останавливаться и парковаться. Подобные знаки стоят и перед любым госучреждением, в которых выдают какие-либо справки. Водители вынуждены нарушать ПДД и платить штрафы, которые в подобных условиях превращаются в своего рода неизбежную дань. Еще в 2017 году водители жаловались на то же самое – повсеместный запрет парковки и вымогательство денег. За 7 лет ситуация не изменилась, а только усугубилась. Например, теперь гаишники вербуют таксистов снимать на камеру телефона неправильно припаркованные автомобили. Водителю кажется, что полиции рядом нет. Он ненадолго останавливает машину у нужного ему учреждения, но таксист неподалеку отправляет фото куда надо. За поход в аптеку или отправку ребенка в школу приходится заплатить штраф. Современные многоуровневые парковки в Туркменистане строятся и торжественно открываются, но возле каждого базара такую парковку не найдешь. А, например, в новых микрорайонах Ашхабада паркинги расположены очень далеко от жилых кварталов, так что дворы все равно превращаются в стихийные автостоянки. При этом люди, обладающие достаточными материальными средствами, могут легко не только платить штрафы, но и давать гаишникам взятки, откупаясь от наказания за действительно серьезные нарушения. Например, управление машиной в нетрезвом виде для человека с деньгами в Туркменистане вообще не проблема. Даже если это привело к аварии и гибели людей, то всегда можно договориться и получить всего лишь штраф, оставшись на свободе. Прохождение техосмотра также поставлено на коррупционные рельсы. По сути, должностных лиц интересует не состояние машины, а кошелек ее хозяина. За взятку инспекторы даже не откроют капот машины. Автомобилисты, стесненные в средствах, вынуждены постоянно оглядываться и бояться, за секунду высаживая пассажиров и уезжая. Впрочем, к вечному страху и напряжению им не привыкать. Автомобиль недостаточно белого цвета и неправильная рамка для номера или фары, не та марка машины. Все это может привлечь внимание гаишников, после чего начинается череда штрафов и взяток или переделка автомобиля в требуемый вид. Зато с недавних пор вдоль дорог страны развесили билборды с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД. Надпись на них гласит: «Снизь скорость, тебя ждут дома». Воззвание к разуму водителей – хороший шаг. Но все же он не сработает без устранения всех вышеперечисленных недостатков организации дорожного движения. Отдельная тема – состояние дорог. В отдаленных этапах их просто годами не ремонтируют. Но даже в столице, где стараются поддерживать внешний блеск, новенькие дорожные развязки порой проседают, а мосты трескаются. Причина проста – все та же коррупция, из-за которой контракты на строительство инфраструктуры достаются не самым добросовестным подрядчикам. При этом в Туркменистане регулярно проводятся месячники безопасности дорожного движения, а президент едва ли не на каждом заседании Совета безопасности требует снизить аварийность на дорогах. Но вместо того, чтобы решать все вышеперечисленные проблемы, гаишники заняты расстановкой все новых знаков. Остановка запрещена. У вас имеется интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.